ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда. Дом номер 13А по Севастопольской. Прошел уже почти год, как здесь пережили взрыв газа. Сегодня продолжают переживать ремонт, который так и не доведен до ума. Большинство жителей по-прежнему не возвращаются домой, и неспроста. Не так давно во втором подъезде было запущено водоснабжение, но, как говорят люди, свет в коридорах исчезает по нескольку раз за день, газа нет вообще. Спасаются электроприборами, плитками, мультиварками, например, как Нина Сенкичева. Домой въехала только 3 дня назад. До взрыва и ремонта за месяц набегало меньше 100 киловатт на счетчике. Сколько будет сейчас, неизвестно. Но раза в 2-3 больше, так думает женщина. А это опять деньги. Сейчас у нас нету газа. Мы сейчас живем, можно так сказать, как на вокзале, на чемоданах. Потому что мебель сгнила, все приходится выкидывать, вы сами видите, он стоит. И, что сказать, газа еще не знаю, когда будет. Все ждут каких-то соседей, чтобы собрать весь дом, какую-то опрессовку, что только не придумывают. С 3 детьми очень тяжело, конечно, пользоваться плитками, мультиварками. 23 ноября на Севастопольскую пришли представители газовой службы. Их задача – проверить все стояки и незаконное оборудование, провести опрессовку. Если все будет хорошо, проблему с газом попробуют решить. Вопрос – когда? Впрочем, это полбеды. Что с другими претензиями жильцов? 1,5 месяца назад людей пригласили осмотреть свою жилплощадь после ремонта, ответственным за который управление капитального строительства администрации. Нареканий было много. Сегодня их немногим меньше. Вот если сюда заезжать, то здесь нужно по новой все делать. Вот видите, что делается? Мы вставили потом окна. Видите, окна пластиковые. Мы за свой счет. Хотя мы добиться не могли, чтобы нам поставили, заменили окно, которое было строителем разрушено. Тем не менее, я слышу и от соседей, кто ходил, пожаловался в УКС, тому исправили. Потом другой человек идет, жалуется в УКС, ему опять как что-то исправили. А еще только в этой квартире был загаженный унитаз, который, слава богу, поменяли не за счет жильцов, испорченная газовая колонка, заваленная мусором ванна, электропроводка, проложенная, внимание, поверх обоев, потому что сначала их поклеили, а потом выяснили, что есть проблемы. Впрочем, недовольны, наверное, все жильцы подъезда. Например, за туалет в коридоре 1-го этажа. Потому что входная дверь теперь то закрывается, то нет на замок домофона, да и света часто нет. Идеальные условия для отхожего места. Или вот провода висят как раз на уровне головы относительно высокого человека на входе в коридор 2-го этажа. Однако на сегодня актуальнее всего пуск газа. Без него рассчитывать можно только на электричество. Я хоть и не электрик, но это, по-моему, любому человеку понятно, что сечение данного дома по квадратам на кабеле, оно просто не выдержит, потому что водонагреватели это все-таки мощные тены, мощностью в 2, а то более киловатт, и, разумеется, это такая нагрузка пойдет на весь подъезд, плюс к тому холодильники, компьютеры и вся бытовая техника, она просто не выдержит таких нагрузок. Повторюсь, 23 ноября специалисты газовой службы побывали на Севастопольской 13А. Каков результат и будет ли дан газ? В районе 13:30 этого же дня мы обратились в ухтинский филиал «Газпром» распределения Сыктывкар. После нескольких звонков связаться с руководством так и не удалось. Подождем. Может, что-то станет известно позднее. И жильцы тоже подождут. Благо им не привыкать. Уже год ждут.